Да, отлично. Спасибо. Ну, наверное, мы уже можем начать. Уже третий час. У нас очень интересная тема. Я начинаю, да? Да. Окей. Я хотел рассказать сегодня про тибетский язык, которым я уже занимаюсь так, в общем, лет 30, и который нахожу очень интересным. И как я его изучал, я, может быть, расскажу немножко попозже, а сейчас, наверное, нужно сказать о том, почему же он на самом деле интересен и важен для современного мира. И в первую очередь это потому, что на этом языке диких кочевников, запрятанных в самых высоких горах мира и так далее, сохранилось самое богатое и по-настоящему подлинно передаваемое наследие учений Ваджраяны. И вот здесь мы сразу же сталкиваемся с учением Будды, которое появилось на нашей земле где-то 2500 лет назад. И сначала учение Будды существовало в Индии, и затем в III веке до нашей эры при императоре Ашоке оно стало распространяться по всему свету. И это был как бы первый цикл учений Будды, поскольку их считается, что их 3 самых таких больших крупных собрания учений Будды. Первый – это касается индивидуального освобождения, и те учения, которые сохранились до нашего времени, которые, конечно, все равно вставлены, инкорпорированы полностью во все буддийские традиции, это учение о 4 благородных истинах и о том, каким образом избежать страдания в нашем обусловленном существовании. Спустя несколько веков на рубеже наших эр уже появились учения так называемой Великой Колесницы, где цель практики, буддийских практик немножко меняется. То есть те, кто занимается этими учениями, они стремятся достичь состояния Будды, помогая при этом всем существам, используя искусственные методы и глубокие учения. И, наконец, вот я упомянул это слово ваджраяна, или алмазный путь, или алмазная колесница, если точнее. Это путь быстрой трансформации всех мешающих чувств, которые в нас и вокруг нас бушуют, в качество Будды. И вот эти учения, они были раскрыты в Индии где-то начиная с V и достигли своего, так сказать, самого мощного развития в VIII, IX и нескольких более поздних веках. И в это же время постепенно они начали переходить в Тибет, где и сохранились до наших дней. И, собственно говоря, это было одним из больших открытий XIX века, когда вот все это когда европейские ученые вступили в контакт как бы с тибетцами и обнаружили вот всю эту сокровищницу познаваемого, как называется один из трактатов великих лам. И то есть вот эти вот все учения, они были очень тщательно и скрупулезно даже перенесены на тибетскую почву, и вследствие закрытости страны фактически до начала XX века они там хранились, передаваемые в подлинные линии передачи самых разнообразных школ в самых разнообразных районах и, соответственно, на тибетском языке. И когда мы уже там в 20-21 веке спохватились и, развивая, так сказать, гуманитарное направление человеческой цивилизации, обнаружили, что вот эти вот учения содержат очень много ключевых для нашего существования, для нашего понимания, особенно с буддийской точки зрения, вещей. И, естественно, появилось огромное желание у многих людей, поскольку буддизм является одной из широко и активно развивающихся учений в современном западном мире, к которому мы относим и Россию. Хотя по поводу изучения тибетского в России я скажу немножко позже, но как бы передать вот это вот все на европейские языки – это огромная задача. И это не только индийское наследие вот тех так называемых махасидхов или великих совершенных, которые, собственно говоря, и начали развитие вот этих учений Ваджраяны,
но и которое было ну, как бы очень любовно и заботливо сохранено в Тибете, но это также тысячи, десятки тысяч томов, комментариев, лекций, просто каких-то стихотворений, песен, реализаций, которые сочинили сами тибетцы. И все это, в общем, великое богатство, которое многие считают, следует быть адаптировано как бы в рамках современной цивилизации, поскольку оно может показать какие-то невероятные вещи. Например, вот недавно, ну, отчасти было такое совершено открытие, потому что мы все знаем, как развивается теория сетевых взаимодействий в нашем современном мире, то есть это весь этот интернет, это все финансовые, любые другие связи, и, в общем, мы находим как бы, начало этих идей уже в некоторых учениях Будды. Итак, тибетский язык. Исторически, как это все развивалось. Итак, что такое Тибет? Давайте посмотрим вот на эту карту, которая сейчас передо мной на экране. И вы видите, собственно говоря, она относилась вот к первой части. Мы сейчас смотрим на карту, да? Да-да. Ага. И вот, соответственно, из Индии это двинулось на север, на северо-восток, когда сами тибетцы приходили в Индию, чтобы получать эти учения, или же приглашались индийцы в Тибет, но как бы самое начало, так сказать, индийской цивилизации, оно лежит на северо-западной оконечности Тибета, вот, приблизительно там, где сегодня находится Кашмир, индийский штат Кашмир. И вот в этой части существовало еще, ну, в общем, наверное, до нашей эры, такое государство, которое называлось Жанжунг. И это, в общем, ну, было такое древнее государство, в том числе со своей письменностью, в котором процветала религия Бон. Это, в общем, в то время это был вид шаманистских верований, которые позднее были простите, адаптированы и связаны с буддийскими учениями, но, тем не менее, считается, что вот начало тибетской цивилизации лежит именно там. И до сих пор сохранились эти великолепные пещерные города, таинственные долины и так далее. Но, в общем, сейчас эта традиция, она уже как бы довольно сильно трансформировалась. Затем, то есть это была достаточно дикая страна, в Шаншунге все-таки присутствовала некая письменность, которую до сих пор все-таки еще изучают, и она малоизвестна, поскольку просто сохранилось очень мало памятников, которые написаны на этом языке. И географически Тибет находится, вот как вы видите, в соприкосновении с великими цивилизациями. Это цивилизация Индии и Китая. В свое время и формально тибетский язык относится к так называемой китайско-тибетской группе. Некоторые лингвисты как бы сочетают Китай и Тибет, поскольку Тибет стал политически зависимым от Китая, и на протяжении истории он довольно долго был зависим. Иногда освобождался, иногда был зависим, но если смотреть с лингвистической точки зрения, тибетский язык, в общем, в своих основах мало связан и с индийскими языками, в которых мы можем найти как дравидийские корни, то есть автохтонные обитатели полуострова Индостан, так и пришельцы, это арийские языки, и в том числе, собственно говоря, это огромная группа, целый класс индоевропейских языков, которым принадлежит вот ведийский, например, язык вед древних, и к которым относятся и иранский язык, и в древности хетский язык, и в принципе все европейские языки также имеют нечто общее вот с этим
древним языком. Ну, если уж совсем в седую древность залезть, то, по идее, вот эти вот все племена, которые завоевывали Европу, сначала это были кельты, затем, по-видимому, греки, и затем вот как бы эти южно-российские степи, начиная от Дона и заканчивая Южным Уралом, они производили как бы такие выхлопы периодически вот этих варваров, которые завоевывали какие-то западные культурные пространства. Но также восточные, потому что индорийцы шли вот через Иран, в том числе и в Индию. Это, значит, индийская сторона, а китайская сторона, она была, в принципе, как бы китайская цивилизация изначально находилась достаточно далеко от самих тибетских гор, и, в общем, это была пугающая дикость, как мы можем прочесть в знаменитых китайских романах. И вот лингвистически тибетский оказался больше связан с Индией именно благодаря тому, что он абсорбировал учение Будды и все, соответственно, буддийские тексты. В то время как Китай скорее оказывал уже более позднее влияние на произношение, на слоги и так далее. Окей. То есть связь тибетского с китайским, она скорее в силу географической близости. Вместе с тем в тибетском языке присутствует очень много различных диалектов и даже отдельных языков, которые относятся к этой группе. В общем, они называются тибето-бирманская группа, поскольку в Бирме или Мьянма, другое название, это тоже буддийское государство, то есть они имеют очень похожую структуру текста. Мы также можно услышать некие тибетские мотивы в камбоджийских диалектах и, по-моему, даже в тайском языке. То есть это вот как бы такая самая центральная Азия, может быть, немного Южная Азия, в которой, вот, собственно говоря, и живут тибетцы. И их, на самом деле, не очень-то и много. Всего 6 миллионов человек, но которые, ну, где-то по современным приблизительным оценкам, которые, тем не менее, оказывают очень мощное, я бы сказал, культурное влияние на современный мир. Взять хотя бы Далай-ламу, которого все знают, или других каких-то тибетских лам, которые очень активно, начиная с 1960-х годов, стали появляться на Западе, учить. И вот, собственно говоря, это выстрелило интересом всего мира к этим учениям. И некоторые из лингвистов насчитывают от 220 до 350 диалектов среди 25 групп взаимно, даже языки, которые люди, носителями которых являются, не понимают друг друга. То есть вот если сравнить это с примером, например, вот мы имеем группу славянских языков, да, там русский, украинский, белорусский и так далее. И вот если, например, мы уже, наверное, с трудом понимаем быструю украинскую речь, и я думаю, что приблизительно так же тибетцы, и то же самое там с белорусской, не говоря уже о польской или чешской, или словацкой, или там сербской и так далее, по всему этому списку. Точно так же тибетцы, которые очень часто исторически были замкнуты в своих долинах, они просто не путешествовали, и там, живя вот в своем сообществе из нескольких деревень, они создавали свою собственную, как бы так, сеть общения, которая могла не выходить далеко. Но в любом случае, конечно, группировки по некоторым даже странам, поскольку Тибет долгое время был и раздробленным государством, хотя начало его было, это одна из великих империй. Тем не менее, вот те диалекты, самые главные, ключевые, которые мы наблюдаем на сегодняшний день, я вот хочу их просто немного упомянуть. Если можно, следующую карту с Тибетом. Спасибо. И вот здесь у нас, сейчас я, может быть, буду выглядеть немножко безобразным, буду смотреть внимательнее на эту карту. Если хотите, вы можете ее увеличить. И начнем, вот, скажем, с района того самого Шаншунга.
То есть это, здесь написано, это Афганистан на западе Тибета. И вот то, что сегодня Афганистан, Пакистан, Кашмир, вот это местность, когда-то она была вполне буддийской, и, собственно говоря, там люди говорят до сих пор на каких-то диалектах тибетского языка. И первым, и отчасти моим любимым диалектом, потому что я очень люблю эту страну, которая называется ладак. Ладак, он входит в штат Кашмир, но это абсолютно как бы вот это вот тот Тибет, который остался в совершенно неприкосновенности. Практически там не было никаких ни разрушительных войн в последнее время, хотя, конечно, есть трения и иногда война с Пакистаном, но тем не менее пока вот вся атмосфера и прочее сохранилась гораздо, например, лучше, чем в той части Тибета, которая досталась Китаю. И ладакцы говорят вот на таком достаточно древнем диалекте тибетского языка, когда его структура, о чем я скажу, и происхождение, она уже кое-какие вещи перестали проговариваться, но тем не менее они остались там. Другим небольшим диалектом является уже мусульманская народность вот на восточной части Пакистана и Афганистана, Балтии, где они говорят приблизительно по-тибетски, но пишут уже другими письменами. Следующий большой район находится к востоку, к юго-востоку от Синьцзяня. Это Синьцзяно-Уйгурский современный округ Китайской Народной Республики. И вот та часть, где написана провинция Ганьсу, вы видите на самом верху под Монголией, и вот все то, что туда ниже. Эта местность по-тибетски называется Амдо, или просто До иногда, и она более тесно связана с Китаем. Исторически получалось, что там проходили все эти караванные маршруты Великого Шелкового пути, в том числе останавливаясь в великом тоже буддийском месте, которое в свое время захватывали тибетцы, Дуньхуан. Вы, может быть, слышали об этих великолепных находках и библиотеках, которые нашли в начале XX века, и которые очень помогают современным тибетским изучениям. И там люди говорят уже на таком своеобразном диалекте, употребляя так называемые тона. То есть в китайском языке есть 4 основных тона. Это высокий, низкий, восходящий и нисходящий. И вообще там, конечно, особенно в южных областях Китая, там еще больше этих тонов, вплоть до 8, то есть восходящий, нисходящий, нисходящий, восходящий, какие-то вообще все возможные варианты. И вот в силу этого соседства тибетцы как бы адаптировали эти тоны до такой степени, что иногда, и при объяснении алфавита я вернусь к этому еще раз, что иногда говорится, что тибетский тоже обладает тонами, высоким и низким, как минимум. Ну, в общем, это, наверное, так отчасти, но там есть как бы в других районах это не очень учитывается, скажем так. Это было про местность Амдо, к югу от Монголии. А если мы посмотрим тоже по восточной стороне Тибета, и там, где тут даже написано Кхам. Кхам около провинции китайской Сычуань. Это как бы тоже отдельная страна восточных кочевников, смелых, храбрых, диких и так далее, и вместе с тем великолепных медитаторов, ученых и йогинов, уже позднее, после того, как их, так сказать, отцивилизовали. И там они говорят на своем собственном кхамском диалекте, не путать с хамским, хотя они, конечно, очень грубые и такие реальные кочевники. Вот те классические кочевники, о которых там пишут в романах, например, которые отчаянно защищались от китайской агрессии в 50-х годах прошлого века. И как бы их способ произношения настолько, в общем, довольно сильно отличается от центрально-алхазского, что, в общем, очень сложно понять, потому что 20%, например, слов не сходится, а в Амдо вообще 30% слов, которые они употребляют в повседневной речи, тоже не сходятся.
Итак, Кам. Следующий район – это уже юг. Вот там, где мы видим надпись «Бутан». Сейчас это независимое государство, но по факту оно находится в сфере тибетской культуры. Там у них есть собственный диалект, даже язык, который называется цонка. Бутан – это, наверное, единственное, одно из немногих государств, которые полностью, как бы государственной религией является буддизм. И естественно, что тибетский язык там процветает, но вот в такой свободной разговорной форме. Затем, если мы посмотрим на Непал и на границе с Тибетом, то там тоже есть небольшие анклавы, в которых говорят тоже на своих диалектах. Но сейчас, как бы, время глобализации, все это началось, конечно, в 20 уже веке, все-таки требуется некое единство национальное, что ли, именно в языковом ключе. То есть кто-то может там говорить с гаканьем по-русски, кто-то может говорить многоударно, но в любом случае люди на русском языке понимают друг друга, невзирая на свои акценты. И то же самое произошло и с тибетцами, то есть постепенно и уже даже в наше время они все больше и больше принимают лхасский или центрально-тибетский вариант тибетского языка как бы литературную основу. И в том числе, например, очень многие великолепные тибетские учителя, которые приезжают на Запад, которые требуют переводить, в смысле, которых нужно переводить, которых интересно переводить, они уже сами стараются адаптировать вот именно этот лхасский диалект. И поэтому, конечно, бывают такие тяжелые переводческие коллизии, когда вдруг там заболевает какой-то постоянный переводчик какого-то ламы, и срочно нужно переводить, а этот ламан, например, откуда-нибудь из Амдо, и переводчик, который натренирован вот на этом центральном лхасском диалекте, он, спотыкаясь, краснея и так далее, и делая всякие неловкие жесты, вынужден вот как-то объясняться с ним, хотя это практически другой язык. Но как бы сострадательные тибетские учителя, как я уже сказал, они сами стараются учить именно тибетский язык в его центрально-алхазском варианте. Собственно говоря, это было немножко про диалекты. Теперь, наверное, про то, каким образом сформировалась тибетская письменность. А сформировалась она еще в VII веке, когда первый буддийский царь, император, в общем, потому что в то время Тибет как раз находился на пике, и вот первый буддийский царь Тибета Сон Ценгампо, по имени Сон Ценгампо, это VII век, он даже, как бы его войска завоевывали Непал и часть Индии, и впоследствии уже при другом очень важном императоре, тибетском владыке Трисонде Цзэне, они захватили даже столицу тогда императорского Китая Чан-Ань. То есть Тибетская империя была огромная, которая захватывала и южную часть Таджикистана, и вот эти все Балтии, весь западный Тибет, вот, частично Непал и так далее. И вот в это же время эта Великая Тибетская империя, ее император как бы становится буддистом, и, в общем, сейчас он рассматривается как воплощение бодхисаттвы сострадания, Авалокитешвары или Чендрезига. И он в том числе отправляет одного из своих министров в Кашмир с тем, чтобы он создал письменность для как бы своего народа. И Тонми Сампхото, он был, в общем, великий, очень умный человек, который действительно посвятил остаток своей жизни созданию тибетской письменности, и создал он ее на основе нескольких скриптов, то есть это в первую очередь Деванагари, то, на чем пишутся индийские тексты, также с некоторым участием хатанского языка и хатанской письменности, то есть как бы основа это Деванагари, и с некоторыми дополнениями. И вот, может быть, можно показать будет пока тибетские скрипты, страничку с ними. И алфавит, тибетский алфавит, который Тонми Сампхото, как бы очень важная персона, Кирилл и Мефодий, да, для тибетцев. Алфавит состоит из 30 букв.
Простите, может быть, да, может быть, другой, да, алфавит сам, вот этот вот тибетский алфавит, который состоит из 30 букв и 4 огласовок. То есть они отчасти похожи и на индийские скрипты, и на кашмирские, и так далее. И при том, что язык Деванагари, то есть письменность Деванагари, она является слоговой. И это является, вот это очень важная характеристика письменности и тибетской, и деванагари. То есть любая тибетская буква, она содержит и гласную, то есть, простите, и согласную, и гласную. То есть это всегда такой компаунд, который вот состоит из двух звуков. И комбинируя вот эти вот буквы, и при этом сохраняя всего одну, как правило, одну гласную, образуется гораздо больше, чем 30 вот этих букв, звуков, но при этом каждая отдельная как бы часть, точнее тибетский слог, он всегда имеет вот как бы обычно одну или две согласных и одну гласную. То есть вот такая слоговая письменность, собственно говоря. После создания этой письменности, собственно говоря, она не очень широко распространилась, но постепенно некоторые тексты стали переводиться, но настоящий бум, буддийский бум произошел в Тибете спустя 100 лет. То есть в 8 веке, когда царь Трисон Децен пригласил многих индийских ученых и затем пригласил так называемого драгоценного учителя, гуру Ринпоче или Падма Самбава, рожденный из лотоса. Это уже был могучий йогин, который подчинил все местные силы или там местных богов, местных духов, усмирил их, связал клятвой и таким образом позволил буддийским учениям укорениться в Тибете. И, собственно говоря, с тех пор буддизм, в общем-то, и оставался одним из, ну, что ли, главных, наверное, знаков, признаков тибетской цивилизации. Также после Падмасамбхавы начался очень активный период перевода, когда в первом тибетском монастыре Самье в Центральном Тибете целые группы переводчиков, для них были построены специальные храмы, специальные, ну, в общем, институты, в которых они там всю жизнь сидели, трудились и переводили тексты санскрита, с пали и так далее. История индийских языков – это отдельная, конечно, большая тема. И также частично тексты переводились с китайского языка. То есть тибетцы старались собрать все, что можно, отовсюду, где возможно. И, собственно говоря, вот таким образом сформировался первый корпус, так сказать, тибетской литературы. Спустя, опять же, 100 лет наступил перерыв как бы в этом развитии, потому что пришел такой зловредный царь Лангдарма, который запретил буддизм. Но, в общем, как бы на 100 лет буддизм перестал развиваться, но, тем не менее, какие-то корешки сохранились. И спустя уже в конце X века, и особенно в XI веке, началась вторая волна прихода буддизма в Тибет. И вот тогда-то, вот, собственно говоря, все по большому счету и началось. То есть те старые учения, которые были в Тибете, начиная с 8 века, после гуру Падмасамбхавы, они образовали основу учений так называемой древней школы или Нигма. А в XI веке возникли еще точнее, 3 школы. Первая – это Кадам, то есть подлинные слова, затем Кагью, устная передача, и Сакья, это по названию местности, где был главный монастырь. И как бы ученые и визионеры, великие ламы этих традиций, они, то есть происходил очень активный процесс перевода и сочинения, таким образом, что уже в XIV веке Будон, такой лама, как Будон Ричиндуб, собрал их в 2 самых больших собрания, это Канджур
или слова Будды, Кангюр на центрально-абхазском диалекте, и комментарии к словам Будды – это Тенгюр. Тен – это учение, гюр – это перевод. То есть перевод, ну, просто как бы трактатов. И сейчас они составляют как бы самую сердцевину тибетской литературы. 100 томов, приблизительно 500-600 страничных томов слов Будды, канджур, и порядка 225 томов тенгюр, или комментариев. Ну и, конечно, было переведено очень много других и индийских трактатов, философских, религиозных, каких угодно, медицинских, грамматических. То есть, собственно говоря, население Тибета состояло, наверное, как минимум на 30% из монахов, и их главным занятием было то, что вот они изучали это все и как бы профессионально, так сказать, занимались литературной, так сказать, деятельностью. Я боюсь, что заявленное время полчаса моей лекции закончилось, и мне, конечно, есть еще что сказать, но, может быть, у кого-то возникли какие-то вопросы тем временем. У нас уже есть вопросы, но, в принципе, я думаю, что не обязательно следовать. Да, я просто хочу сказать, какие темы я еще не успел закончить. В принципе, если очень интересно, мы можем или продолжить, или собраться в другое время, но я хотел также рассказать о том, каким образом тибетский язык изучался в Европе. Затем, что как бы вобрал в себя из санскрита тибетский язык, ну, может быть, это не так важно, но вот, по крайней мере, об изучении в Европе и в России это интересно. И, наконец, структура сама тибетского языка, то есть из чего состоит предложение, там как бы каким образом распределяются части речи в этом предложении, и также каково современное положение и в России, и вообще во всем мире вот с тибетскими переводами. Такие темы еще, так сказать, можно об этом поговорить. Все, что вы назвали, звучит очень интересно, но есть предложение начать продолжить, точнее, вот именно про структуру языка, то есть вот как строятся слоги. Кажется, это ближе к теме вот, собственно, изучения, да, языка. Да, тоже, если останется время, я бы с удовольствием послушал про изучение в России, например, и про другие темы, которые вы сказали. Хорошо, так, это один вопрос, то есть, собственно, продолжение. По поводу предыдущего нет вопросов, да? Окей. Вы говорили про язык, можно один вопрос? Вы говорили про язык девадаси, девадани, да? Это какая-то вариация санскрита? Это что такое вообще? На основе которого была создана тибетская письменность? Деванагари, да. Значит, ну да, это вот тема индийских скриптов, она тоже такая огромная, потому что индийские диалекты и языки, их так много, и поскольку это великая нация, но вот в свое время они создали на основе письменности брахми, так называемая, это первая индийская письменность, которая так четко определяется, 3 век где-то до нашей эры, то есть он постоянно менялся. И в нем главное отличие, например, от тибетского языка, то, что там присутствует очень много гласных с придыханием. В тибетском языке они есть тоже, например, па и пха. А в санскрите, например, то есть санскрит пишется на деванагаре, там просто отдельная колонка еще, которая дополняет вот некоторые эти согласные тоже этими придыханиями. Ну и хатанский диалект это вот то, что сейчас современная провинция Синьцзян-Уйгурская. Там в древности тоже была великая цивилизация, тоже буддийская, и, которая началась где-то в 1 веке нашей эры. И тибетцы, то есть Тануи Самхота, автор тибетского алфавита, он, собственно говоря, оттуда тоже кое-что заимствовал. Ну и также кашмирские языки. То есть на самом деле этих скриптов очень-очень много. Можно еще один вопрос, Борис? Да.
Вы рассказывали очень интересно про разные диалекты тибетского, которые обусловлены местностью. Насколько язык менялся со временем? Может ли сейчас современный тибетский читать и понимать там тексты Падмасамбхавы, какую-нибудь тибетскую книгу Да. мертвых? Все понятно будет? Да, хороший вопрос, потому что я хотел еще сказать об уровнях тибетского языка. То есть в нем есть как бы несколько ну, таких слоев, что ли. И в первую очередь это, конечно, разговорный и письменный язык. Разговорный очень живой, очень меняется, постоянно все меняется. Но письменный остался практически неизменным вот с этого 7 века. Там изменилась немножко огласовочка в другую сторону, кое-какие суффиксы отпали, но, в принципе, то, как это было написано Тонми Самхотой, прекрасно читается и понимается сегодня. Абсолютно. Это самое существенное. Это как бы один слой. Потом в тибетском языке также есть еще такие вещи, как, например, вежливый или совсем такой простонародный, что ли, язык. То есть ты и вы. И вот в тибетском языке это достаточно изощренная такая структура, когда, во-первых, существует несколько ряд глаголов и существительных, которые как бы показывают то, что вежливость отношения по отношению, например, к вышестоящему или к равному, когда я как бы с уважением отношусь к равному, или к нижестоящему человеку. Для этого будут использоваться разные, может быть, и существительные, и глаголы. Но и, в принципе, в других языках тоже это есть. То есть, например, спать и почивать, сидеть и восседать, там, и так далее. То есть мы можем привести много таких примеров, но в тибетском это прям вот как бы целые слои, что когда ты обращаешься к королю там, или к какому-то великому ламе, то, конечно, значит, нужно употреблять вот такие принижающие собственные глаголы, относящиеся к себе, и возвышающие по отношению к объекту. Какие еще могут быть слои? Ну вот, конечно, разговорные. И плюс еще можно добавить, что вот на протяжении всего развития тибетского языка там, конечно, присутствовали разные стили, но это все читабельно, все очень понимающе, если только не используются какие-то очень явные диалектные слова. То есть их могут произнести немножко по-разному, но смысл будет понятен всем тибетцам. Спасибо большое. Я бы хотел добавить еще один вопрос. На самом деле, вот то, что вы упомянули, да, про влияние санскрита и, в частности, про мантры, потому что, ну, как известно, многие мантры, или, не знаю, все тибетские мантры, они на смеси, как бы на диалекте тибетского, который смешан с санскритом, да, там есть какие-то особенности. Вот вы бы не могли про это немножечко рассказать? Да, тема мантр. Давайте мы посмотрим на другую картинку, вот там, где разные немножко тибетские скрипты, да, вот она. И вот здесь мы как раз видим, в том числе, вот, например, сейчас на первом, я не вижу, есть или нет. Да, на первом тоже есть. Значит, самая первая полоса, да, вы видите несколько строк. И вот эти вот, те, которые находятся наверху, они написаны на санскрите. Третья строка, то есть A, B, C, да. Третья строка – это уже вот как раз тибетский язык, который передает санскритские буквы, но не обязательно звуки. Вообще, что такое мантра? Слово мантра переводится как ман. Это что-то вроде как ум, тра – это защита, то есть это защита ума. Когда мы произносим мантру, то некие вот эти вот звуковые вибрации, они вступают, ну, как это объясняют ламы, они вступают в резонанс с некими просветленными энергиями. Ну, и вот некоторые ламы сравнивают это со звонком там по телефону, что вот набираешь номер и, значит, алло. И тогда, значит, на другой стороне берут трубку и говорят: все в порядке, не волнуйся, я тебя защищаю, или что-то в этом духе. Таким образом вот работает мантра. И поэтому изначально мантры, которые могут быть очень короткими, которые могут состоять из одного слога, там, из 3 слогов, они определенным, конечно, образом начинаются и заканчиваются. Они могут быть
очень длинными, хоть на одну страницу. И они изначально существовали или на санскрите, или на каком-то из диалектов разговорного индийского языка. Вот тех времен, начиная где-то вот с 5, 8, 10 век, то есть тех времен. Это языки Апабрамша, там, Олд Бенгали, старобенгальский, всякие вот такие вот. И они, в общем-то, не переводятся, хотя это осмысленные высказывания. То есть мы можем видеть, некоторые ламы, например, Далай-лама очень любит разъяснять смысл мантры «Ом Мани Падме Хум». Да? То есть в каждом слоге заключен целый слой смыслов и активизации вот этих вот неких энергий, которые помогают нам в определенные, и, конечно, другим существам в определенные места и в определенные моменты жизни. И, конечно, мантра это является, в общем, очень глубокой и тайной, по большому счету, практикой. Но, тем не менее, тибетцам очень важно и нужно, и они это сделали, они это все зафиксировали в тибетском языке таким образом, что, в принципе, можно воспроизвести, вот как это было написано на санскрите. Вот я недавно, например, переводил медицинские тексты, и там было очень много медицинских терминов на тибетском, на санскрите. И, в принципе, их легко трансформировать и как бы найти этот источник уже в самом индийском. Но при этом их, в общем, можно перевести и как бы осмыслить. Это был ответ? Был ответ? Да, да, ну, хотелось только уточнить, вот я не совсем понял, вы говорили, что напрямую вот мантры не переводятся, да, ну, вы говорили в личном разговоре, когда мы с вами общались, что это удел лам, да, интерпретация. Сейчас, интерпретация мантр. Все-таки вот можно ли там условно взять словарь, взять слог из мантры и как-то самостоятельно попытаться вообще понять хотя бы буквальный смысл, вот что эти слоги означают? Слог мантры вряд ли, может быть, какой-то типа компаунд из каких-то... Да, это будет означать, например, «О великий, великолепный, я преклоняюсь перед тобой». Ну вот самый такой простой, да? Или просто Ом как активизация, название имени вот этого аспекта Будды и в конце Хунг. Это будет осмысленное высказывание, да. Более длинные мантры, но они на самом деле не так часто употребляемы. Например, мантра очищающего аспекта Ваджрасаттвы на санскрите или Дожи Семпа, алмазный ум такой есть Бодхисаттва. Она длинная, она 100-слоговая. И это, да, ее переводили, но все ламы говорят, что в этом нет необходимости. Интересно, а это делается по каким-то особым словарям? То есть какие-то есть специальные для этого словари, по которым можно вот именно такие? Как правило, это санскритское выражение. То есть это легко перевести с санскрита. Но как бы от этого, по крайней мере, тибетские ламы убеждены, что в этом как бы нет особенного смысла. Потому что в ходе медитации при использовании мантры, как правило, наш ум не тренируется в том, чтобы что-то понять, а это, скорее всего, практика переживания. То есть это не концептуальный подход, а именно живой и непосредственный. Потому что в тот момент, когда мы сидим в медитации, что только у нас в головах не творится. Не правда ли? А если к этому еще добавить как бы осмысление вот этого произносимого текста, ну да, это полезно. Некоторые мантры, в том числе по-тибетски, некоторые формулы произносятся как мантры. То есть, с одной стороны, это не обязательная вещь. Если очень хочется, то, конечно, можно. Потому что, по большому счету, в буддизме нет таких, ну, как бы очень серьезных запретов, за исключением дисциплинарных, конечно. Ну, сейчас я сказал глупость, на самом деле, потому что дисциплинарные – это и есть запреты. Но имеется в виду, что я имел в виду, что в буддизме всегда хорошо задавать вопросы.
Спасибо большое. Ага. Так, значит, наверное, немножко по поводу, да, скриптов, раз мы на это смотрим. Значит, вот вы видите, последняя строка в первых двух полосах, да, вот это как выглядит как бы классический тибетский язык. Да, вот спасибо за стрелочку. Да-да-да, вот именно это я имею в виду. То есть тибетский слог, вот, например, посмотрим на первый, он состоит из нескольких частей. То есть все это буквы. Вот ту черточку, которую вы видите наверху, это буква Ра. Та буква, да-да-да, вот мы смотрим на первый слог, спасибо. Под ней находится буква Га. Под буквой Га находится буква Я, как бы в своей такой сжатой форме. И затем стоит суффикс Са. То есть вы видите, что тибетский слог представляет собой вот такое слепление нескольких букв. При этом может еще присутствовать впереди еще одна буква, это называется приставка. Кроме того, тибетский слог, поскольку по умолчанию он всегда имеет гласную А, но кроме гласной А существуют еще и другие гласные, то есть У, Е, О, И. В тибетском языке их столько. И, соответственно, эта огласовка, она тоже может прилепиться вот к этому тибетскому слогу. И таким образом, по максимуму, он может состоять из 8 составляющих, ну так грубо там. Или же из одной буквы. И таким образом, то есть второй слог, вы видите, он тоже состоит, вот эта вот огласовка наверху И, потом буква Пха, потом опять подписная буква Я, потом суффикс Ра. Простите, Борис, можно вас перебить? Да, вообще. Извините, пожалуйста, можно вас перебить на секундочку? Не совсем понятно вот по структуре. Вот вы называете буквы, значит, что является слогом? Вот я сейчас курсор мой видно. Да, вот то, что вы обвели, это первый слог. Это один слог, да? Да, вот это один слог. Первый, как читается первая вот эта буква? Ну, я думаю, что сейчас мы этим лучше займемся позже, потому что это очень строгая функциональная штука, каким образом они сочетаются по определенным правилам. Значит, первый слог состоит из наверху Ра, потом Га, потом Я, 3, потом четвертый суффикс из 4 букв. Второй слог состоит... Просто мы немножко запутались. Вот это мы поговорим сейчас про первый. Вот. Я тут всего 2 части вижу, как 4. Да, я забыл сказать важную вещь, что тибетские слоги разделяются между собой точками, которые называются цек. Вот эта точка, да? Это очень важная часть тибетского языка. Она отделяет слоги. Ага. Так. Значит, вот это один слог, он состоит из 2 таких вот как бы частей, да? И вот первая часть это уже тоже несколько объединенных букв. 3 буквы. Ага, да-да-да, вот я извиняюсь, просто не совсем понятно, к чему относилось то, что вы говорили вот по отдельным буквам. Да-да-да, я сразу кинулся, как будто бы вы все знаете, окей. Да, и, значит, тибетское предложение состоит вот из таких вот слогов. Причем слова в нем не разделяются. Они все пишутся, опять же, как в Деванагари, пишутся подряд. Пробелов нет. Да, пробелов нет. Ага, то есть... Но одна из таких сложностей, что ли, тибетского языка, ну, точно так же, как и санскрита. Потому что мы не знаем, где тут остановиться. И это приходит как бы только с опытом и пониманием того, что значит каждый из этих слогов. И когда предложение заканчивается... Так, это я сделал, да? Да-да-да. Когда предложение заканчивается, то в конце его стоит так называемый shed. Я просто... Да, тут... Это вот это? Я просто приблизил, я могу вернуть. Вот это, да? Нет, все правильно, да-да-да, я это и хотел. Вот эта вот палочка, которая стоит в конце каждой строки, одна, первой и второй внизу, это называется shed.
и она вот как бы показывает, что период, некий текстовой период закончен. Затем сейчас я буду говорить тогда немножко про специфику, значит, особенности тибетского языка. В тибетском глагол всегда стоит в самом конце. И как бы это очень важная черта, потому что тибетец, и это вот много раз было, что вот по-русски мы обычно даже не очень привыкли употреблять глаголы. Мы просто говорим, что там молоко хорошо, то есть молоко, то есть мы не употребляем глаголы. В тибетском языке это обязательно. И тибетец, если ему нагромоздить вот несколько там существительных, которые вы хотите рассказать суть дела и не поставить глагол в конце, то он ничего, он как бы не поймет и будет ждать, пока вы скажете глагол. Это вот одна из важных черт. Так, значит, здесь нет никакой ни пунктуации, никаких сокращений есть на самом деле, и, в общем, слова никак не формируются. Плюс в тибетском языке предложение может быть очень долгим, очень длинным, и нужно, вот, понимая как бы грамматическую структуру каждого слога, понимать, где оно заканчивается и как бы начинается там типа точка с запятой, и предложение продолжается. Это может быть такое, знаете, как там в литературе времен барокко, вот эти вот длинные, или как, например, у Джойса предложение на целую страницу, это все в тибетском очень даже возможно. Так, и я еще хотел показать, вот если эту страницу... Да? Да, извиняюсь, что перебиваю. Если... В ходу возникают интересные такие моменты, вот про падежи и вообще про изменение, ну, как бы слов. Присутствует такое в языке? Да, падежи. На самом деле такие вещи, как падежи, в тибетском нет. Функции падежей выполняют так называемые частицы, и которые в тибетском языке являются, ну, собственно говоря, ключевой вещью. То есть, если мы будем заниматься тибетским языком, то основной упор и основное внимание будет направлено на частицы. Есть разные группы, но по факту они как бы образуют и формируют все наши падежи. То есть родительный падеж формируется одной частицей. Дательный и винительный падеж, указательный, можно сказать, ну, по-английски это dative, да, он будет тоже показан отдельной частицей. Есть частицы источника, есть частицы как бы, ну, там, противопоставления или уступительные частицы и всякие другие. И вот с помощью их, и это отдельные слоги, то есть это не какие-то значки. С помощью и сами слоги, они не модифицируются. Слоги модифицируются только другими слогами. Ясно, спасибо. Понятно, да? Да, это понятно. По поводу частиц. И следующее еще, я хотел показать вот на этой странице немножко ниже, это разные виды тибетского все-таки скрипта. Можно вот ниже показать вот эту же страничку, где у нас есть тибетские. Да. Вот то, что да, вот это вот. Видите, вот несколько этих, такой уже курсив так называемый. Здесь приведено несколько вариантов этого курсива, и это просто как бы, ну вот, как мы в любом европейском языке тоже можем писать вот от руки, что называется, или печатно. И вот это вот то, что пишется от руки, но, как правило, этот скрипт используется для таких, ну, скажем, более тайных вещей. То есть это могут быть биографии какие-то, тайные биографии учителей, это могут быть тайные наставления, особенно связанные с йогой там, или с какими-то практиками. Вот, это как вариант. И вообще, вы, наверное, слышали, что есть такая категория литературы тибетской, которая называется терма или сокровища.
То есть то, что какие-то просветленные учителя прошлого оставили будущим поколениям, и некие очень продвинутые практикующие видят это, открывают эти сокровища, и которые могут быть написаны как-то совершенно непонятными буквами, так называемый язык таки. Ну, и это, в общем, можно тоже считать, наверное, тибетской письменностью. Окей. Мгм. Окей, ну что, еще вопросы? О, у нас уже целый час прошел. У нас есть еще несколько вот человек, ребята, Алексей, Тигран и еще вот человек, которого я не знаю. Может быть, у вас есть вопросы какие-то? Мимо. Бориса уже завалили. Нету? Да, я вижу, у нас 5. Это много, я считаю. Для тибетского языка, да. 6, потому что мы же вдвоем сидим. Да. Ага. Но на самом деле сейчас очень много есть и групп, и школ, и я думаю, что если поискать по интернету, то очень многие тибетцы предлагают тоже всякие онлайн-курсы. Наверное, пару слов, да, про то, что происходит в мире сейчас по этому поводу, да. Вот, Борис, Существуют огромные проекты. У меня есть один вопрос еще, но, может быть, вы в конце на него ответите. Я думал, может быть, вы расскажете коротко хотя бы, как вы сами увлеклись тибетским языком, вот что вас к этому понятно. Да. Честно говоря, я считаю, что это некие кармические связи. В том смысле, что мне это было интересно, когда еще про тибетский, это была такая странная какая-то бурятская затея или что-то в этом духе, время перестройки. Вот, но я просто занимался этим, мне это нравилось, раскапывал какие-то смешные вещи, а потом произошло чудо, страна открылась, и первым же делом я уехал практически в Индию, где учился в институте Кармапы. Это такое тибетское заведение для западных практикующих, которые вот интересуются буддизмом, там дают очень основательное буддийское образование, которое некоторыми учебными заведениями в свое время рассматривалось как магистерская диссертация. Ну и потом у нас было еще хорошие, подробные, прекрасные занятия в филиале этого института здесь, в России, в нулевых годах, в начале нулевых, в листе, то есть полноценные такие курсы, где изучался тибетский, изучалась философия, теория познания. Ну и потом мне просто интересно было, и я всегда... где-то к 2000-му я перевел такую солидную толстую книжку с тибетского языка. Но это все уже, и потом тоже много ездил, преподавал, в том числе в своем институте, где получил образование. Ну и сейчас занимаюсь переводами. Очень много ездил по Тибету тоже. А в Индии провел, наверное, сколько, 25. 25 лет, ничего себе. Еще раз, когда? Я удивлен, что так долго, 25 лет. А если не секрет, вы через буддизм и через увлечение буддизмом вообще вот тибетский язык открыли, да? Я думаю, что это кармические связи. Ясно, интересно, спасибо. Спасибо, да. Да, и в заключение, в любом случае, я хотел прочитать тибетский алфавит для того, чтобы, просто воспримите это как некую песню, но вы знаете, что есть такая теория тибетская, как текстовая передача, что когда просто человек, который в своей практике достиг неких результатов, то он может, он передает этот текст с тем, чтобы ученики могли успешно вдохновляться в дальнейшем этой практикой. Я вот хотел просто прочесть алфавит. Да, и кстати, по поводу структуры, то есть вот если мы сейчас посмотрим на другую страничку, где этот тибетский, вот он, да. Значит, чуть-чуть поменьше, может быть, чтобы все вошло. Да, то есть здесь можно увидеть 4 столбца. И, в принципе, это тема уже первого урока занятий тибетского языка в том, что мы просто учим этот алфавит,
И первый столбец – это звонкий, как правило, ясный, четкий, высокий звук. Второй столбец обычно это с придыханием, кха, аспирированный такой. Третий – это низкий, звучный звук. И четвертый – это такой разнообразный, очень часто носовой или такой гортанный. И, соответственно, именно в этом порядке надо их запоминать. То есть, окей, сейчас я просто прочитаю, и потом, если будут еще вопросы или что-то возникнет, я скажу. Окей. Ка, ка, га, ма, ча, 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 нья, та, та, да, на, па, 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 ма, ца, 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 ва, жа, за, а, я, ра, ла, ша, са, ха, а. Ка-ка-ганга, ча-ча-джаня, та-та-дана, па-па-бама, ца-ца-дзава, жа-за, ая, ра-ла, ша-са, ха-а. Ка-ка-ганга, ча-ча-джаня, та-та-дана, па-па-бама, ца-ца-дзава, жа-за, ая, ра-ла, ша-са, ха-а. Окей. Вот, и если, в принципе, мне, конечно, надо объяснить, чем эти звуки отличаются друг от друга, но следующий шаг, который, если вы хотите заниматься тибетским языком, надо сделать, это выучить его наизусть. Так, чтобы вы могли его читать с начала до конца, с конца к началу, по столбцам и наискосок в любую сторону. Звучит немного пугающе. Ну, на самом деле это очень просто, потому что он выучивается, если у вас есть четкий, если вы 108 раз произнесете или прочитаете этот текст, в смысле этот алфавит, то вы его выучите. А дальше уже вопрос тренировки. Yeah. Да, по поводу, значит, возможных занятий, да. Значит, то, как мы, почему я говорю мы, потому что, собственно говоря, это программа вот этого Международного буддийского института Кармапы, и этот учебник был сочинен одним из нынче очень, ну, таких солидных известных профессоров по имени Урик Тиммекрак, датчанин. Он написал, ну, просто типа от нечего делать, конечно, с помощью студентов, потому что это очень хороший учебник, я считаю. Он дает знание тибетского языка как бы с европейской точки зрения. Потому что если вы попадете в класс к тибетцу, то он вам начнет объяснять вот там, начиная с 30-строфного текста вот этого Тонми Самхоты, в котором объясняются, какие вот эти частицы после чего могут идти, что немножко, ну, как бы так непонятно, зачем это. И вот сколько я видел тибетцев, которые преподавали тибетский, они почему-то вот, ну, не у всех то есть у европейцев какие-то большие проблемы. И я сам этому подвергся, потому что сначала у нас был учитель-тибетец, а потом вот этот Урик Крак. И вот эта вот подача с точки зрения там падежей, там всякие прилагательные, числительные, частицы такие и так далее, это вот создает некую структуру, когда мы можем по ходу уже этим пользоваться. И, собственно говоря, это два учебника. Первый учебник называется учебник разговорного тибетского языка, и он, ну, собственно говоря, под это и заточен. Где-то пройдя 2/3 этого учебника, мы можем приступить к классическому, то есть письменному тибетскому языку, который весьма сильно отличается и в выборе слов, и в грамматике. Это как бы, ну, в общем, немножко два разных языка. Слова рано или поздно они, конечно, сомкнутся в некий единый язык,
Но в классическом употребляются другие слова, другие конструкции, ну и содержание другое, соответственно. Вот, это в двух словах. Борис, а если цель – это изучение именно текстов, то есть работа с текстами, а не разговорной, тогда можно начинать с классического или все равно лучше с разговорного начинать? Нет, лучше с разговорного, потому что все, вся структура формирования тибетского слога, она дана именно в разговорном. То есть в любом случае, структура тибетского предложения, она все равно одинакова, конечно, и для разговорного, и для классического. То есть все равно мы будем какие-то вещи изучать, но если вы поставите цель только классика, то тогда мы просто выборочно что-то сделаем, всю подготовку к этому классическому и перейдем к нему. Там какие-то вещи дублируются в том числе. Ясно. Спасибо. Спасибо. Да, и если кто-то хочет, то давайте мы отдельно созвонимся, то есть заявите о своем желании и проведем уже там какой-то первый урок. Да, мы хотим. Давайте отдельно созвонимся, обсудим все детали. Да, еще вопросы? Вот вас тут в чате благодарят за лекцию. Окей. Ну все, тогда можно, да, всем тоже спасибо, кто слушал. И тогда может быть... Секундочку, еще один вопрос. Можно еще один вопрос? Да. Слог хум, он вообще не присутствует? Или он пишется, состоит из двух этих букв? Я просто его так часто использую. Хум, это у нас, значит, опять же, слог из мантры. И он пишется, ну, это очень важный слог. В том смысле, что он там большой сакральный смысл и все такое. И он, центральная буква у него ха. И он еще, поскольку это санскрит, он удлиняется, потому что в индийских языках там у них есть короткие гласные и длинные гласные. И поэтому в хунге присутствует вот эта вот подписная, которая показывает длинноту этого слога гласной. Изначально он был длинный, да? Потом это огласовка снизу, которая показывает, что это у, гласная у. А вот этот вот суффикс м, он оказывается наверху, что совершенно необычно, и это исключение. В общем, такая вот сложная система. То есть это один из очень сложных моментов. Я долго не мог понять, почему он так пишется. Спасибо, очень интересно. Вот, кстати, Борис, еще один возник вопрос, как раз я собирался задать и забыл, по поводу исключений. Вот, как известно, в русском языке одна из главных сложностей изучения, да, это то, что очень много исключений. И в тибетском, как с этим, там нет ли такого, что есть правила и есть такой же большой список исключений? У меня такое ощущение, я, честно говоря, почти не говорю об исключениях. То есть они есть, но они какие-то человечные, я бы сказал. То есть мы говорим, что общее правило такое, но вот исключения такие. Но они вот логично очень выстроены, я бы так сказал. И вот в этом они, кстати, отличаются от английского, например, очень сильно. Потому что это какой-то более упорядоченный, наверное, язык. Да, вот я как раз хотел сказать, что можно назвать его логичным. Ага. Да, исключений меньше, точно. То есть можно сказать, что очень логичный язык, да? То есть очень хорошо структурирован. Да. Да, это да. И тем более это еще объясняется тем, что, собственно говоря, вот до введения письменности и до столкновения с
с индийскими, буддийскими учениями. В Тибете вообще был плохо развит язык. Ну, что там кочевники могли между собой? Там, что, они философские дебаты, что ли, устраивают? Нет, конечно. Но когда эти философские дебаты пришли, то тибетцы сумели адаптировать их, как бы используя вот такие базовые некие элементы своего языка и создавая новые значения, которые они отождествляли и приписывали. И, собственно говоря, за счет этого их язык чудовищно так обогатился. То есть в рамках Бон, Да. чисто вот до прихода буддизма, получается, не было письменности и не было текстов, да, то есть там это сугубо практическая Ну, была такая, нет, да, система. говорится, что, да, что нет. Рукописи некие шаншунгские, я даже одну держал в руках, нашел прям вот там, в Западном Тибете, сейчас, правда, не знаю где, она прям вот реальная такая шаншунгская, совсем другая. У меня есть несколько, я честно говоря, просто так глубоко туда не погружался, то есть бонский был какой-то шрифт. И по этому поводу есть некие, вот даже, по-моему, на русском языке. Это раз. А второе, Бон очень сильно трансформировался в том смысле, что как бы ядро учений прекрасно сохранилось, но Бон воспринял на себя вот эту оболочку и сменил, мне кажется, вот такой вот направленный, то есть, по крайней мере, то есть, нет, во-первых, есть черный Бон, да, и белый Бон, да, я говорю сейчас про белый, тот, который стал буддийским. То есть Тönpa Shenrab, он как бы рассматривается как Будда Шакьямуни, но как бы или в другой форме, или предыдущий, там, или какой-то вот другой. То есть и все основные буддийские концепции, они были восприняты в Белом Боне. Но я думаю, что, конечно, как бы ламы, я просто не специалист по Бону, поэтому я не могу сказать точно, но то, что учения там Дзогчена как-то очень тесно связаны со школой Энигма, вот это вот древнее, и Бон, Энигма тоже как бы очень тесно связаны. И вот это вот такое некое взаимовлияние, безусловно, присутствует. А черный Бон до сих пор сейчас существует? В Тибете я не знаю. Честно говоря, я не сталкивался. Или, может, один раз. Ну, если называть этих самых отравителей из области Компо бонпостцами, то тогда, да, тогда встречается. Там, на самом деле, это немножко забавная история, что вот эти вот обитатели области Компо, это скорее Южный Тибет такой, где-то около Бутана, вот в тех краях. Они считаются, что, вот, что они там изготовляют такие очень хитрые яды, которые всем наивным путешественникам предлагают, доброду, значит, угощают, ну и потом отнимают у них жизненную энергию. То есть тибетцы так считают. Но вот такой вот черный Бон, я думаю, что он в значительной степени уже ушел. Хотя, вот, например, история того же Миларепы показывает, что это все как бы живо, то есть насылание всех этих штормов, убийства и прочее. Ну и я думаю, что он просто не поощряется. Вот именно черный, как злое колдовство. А по факту это шаманизм. Китайцы, наверное, с этим борются, я так предполагаю. Они и у себя с этим борются. Да, ну нет, с этим, мне кажется, все боролись, в том числе, я не знаю, там в Тибете наверняка это как-то не очень поощрялось, но все равно это оставалось, потому что очень много таких далеких уголков, каких-то деревень и так далее. Но как бы мое общее ощущение вот от как бы, тибетской цивилизации в том, что она добрая, невзирая на некоторые кандалы, которые находят в подземельях Паталы. Специальные приспособления для выкалывания глаз. Я думаю, что это скорее исключение. Да, про руки рубили. Да, вот Эльдар тут вспоминает про то, что были слухи, что руки рубили там грабителям еще до китайского завоевания. Всем подряд. Не только даже грабителям, а чуть ли не всем подряд.
Но говорят также, что это слух, и что на самом деле это преувеличено, что это китайские сплетни. Ну нет, вот, по-моему, Невзоров в каком-то недавнем своем этом самом накинулся вот на тибетский буддизм вдруг, я удивился. Вот, и в том числе он как раз апеллировал к этим. Это достаточно известные фотографии, но это то есть, во-первых, это средневековье, конечно. То есть средневековые нравы в Европе тоже были очень жестокими. Во-вторых, как это соотносится как бы с мирным посланием буддизма на благо всех существ. Ну, в общем, я думаю, что вот именно в плане справедливости наказания, наверное, что да, там рубили, но я как бы эти известные истории про то, как там Гендун Чупел, великолепный там ученый, совершенно прогрессивный человек, вот еще в начале 20 века, как его там мучили в тюрьме, те же самые, в той же самой Лхасе. Но я не знаю, у меня все равно тибетцы, конечно, в старое время были очень гораздо жестче, чем сейчас. Это вот Запад на них повлиял, безусловно. То есть у них даже особенно слова «пожалуйста» не было. Это да, то есть они, Жестче, то я есть еще помните, несмотря на буддизм, они были жесткими, да? Именно в целом как ну, нация? на Востоке у них все равно до 20 века были разбойники. Если вспомнить вот эти русские экспедиции, там Пржевальский, вот эти вот все Роборовские. То есть там грабили в полный рост, ну и, может, не резали всех, но как бы жестокая была жизнь, да. Да, В любом очень случае, да, интересно. побеждали. Я не очень думал на эту тему еще. Ну, потому что, наверное, сам лично никак не сталкивался. Но сейчас некая жестокость может быть перенесена на отношения, на некие. Хотя, ой, нет, я бы так глубоко сейчас не заходил. Ясно. Ну, мне кажется, действительно много интересных тем. Может быть, имеет смысл отдельно потом еще какую-то лекцию сделать по Мгм. специфической, более узкой какой-то теме. Да, Вот. да, прекрасно. Сейчас, Ну, наверное, такая, можем заканчивать, ну, да? может Какие-то быть, вопросы еще есть? да, и, может быть, те, кто хочет заниматься, давайте, может быть, мы останемся и сразу обсудим, как кому удобно. Мгм. Может быть, отдельно, а Ну, потом давайте отдельно, просто как хотите. соберем тех, кто... Мгм. Просто главное Хорошо. просигнализируйте, просто чтобы была обратная связь. Вот сколько сейчас человек Мгм. решило? Двое? Хорошо. Мгм. Или просто Ну, напишите. сейчас двое. Да-да-да. Окей. Двое точно, да. На 100%. Мгм. Остальных надо будет спросить. То есть у нас есть еще друзья, которые, может, по записи посмотрят, поэтому Да. И давайте, может, у через меня пару тоже один человек дней. выражал такой легкий интерес, но он уже как бы что-то там нахватался, и, может быть, он присоединится попозже. То есть это тоже возможный вариант, что если кто-то уже знает тибетский в какой-то степени, то есть, например, чтение, то, конечно, это все адаптируется. Ну, там лакуны заполняются с помощью этого учебника. Мы быстро проходим, то есть пробегаем то, что человек знает, и заполняем лакуны. Мгм. Ясно. Спасибо вам большое за лекцию. Спасибо отдельно за передачу и за ответы на вопросы. Очень было интересно. Да, спасибо большое, Борис. Всего доброго. Так, прервалась картинка. Выключай. Так, ну все. Что-то прервалась связь, но как раз Да, мне кажется, мы уже можно, да. попрощались. Да.